Объем работ, который производится на объекте, очень-очень серьезен. Но поскольку здание старое, и более того, на нем есть 8 пристроек разновременных, каждый из которых, вот из этих как бы архитектурных лоскутков и включений, был выстроен из другого материала и требует другого подхода. И, естественно, на этом объекте работы вести не так просто, как на других, но на сегодня уже проделан достаточно большой объем работ. И сегодня на объекте был брио главы республики Вячеслав Зелимханович Бетаров. Почему это так важно? Потому что филармония – это объект, который был Тамерланом Кимовичем поставлен наряду с Национальным музеем как приоритет в области культуры. Вот у нас, у Тамерлана Кимовича, у Алмаза Владимировича, у меня вот родилась такая мечта завершить этот объект и провести тут первый концерт 23 сентября. И мы очень надеялись, что это так и будет. Мы двигаемся к своей цели, и после смерти Тамерлана Кимовича крайне неприятны были разговоры о том, что работы остановлены, что теперь никто не отремонтирует филармонию. Сегодня мы были здесь, вы видите, что работы идут. Несмотря на все сложности, которые есть, это сложности технического характера, что строители, разработчики архитектурного проекта, комитет по охране памятников все время вынуждены согласовывать свои интересы для того, чтобы находить единственное верное решение. И мы все равно двигаемся к этой цели сдать объект в сентябре этого года. Это здание, мало того, что это архитектурный памятник, это он своеобразный памятник и искусства, и музыкального, и вообще всего искусства Северной Осетии, потому что отсюда вышли и ансамбль «Алан», и все союз композиторов, музыкально-педагогические школы, музыкальные училища. И, по-моему, это единственная филармония в России, из недр, которые вышли на сегодняшний день, два главных дирижера двух главных театров страны. Они начинали здесь: Валерий Гергиев и Туган Сохиев.